Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Алексей. И сегодня у нас с вами будет вторая часть влога, на что я трачу 100 тысяч тенге. Это где-то 233 доллара, которые я выиграл в компании Avon в прошлом году. В прошлом году, где-то в декабре, вышла первая моя часть. Я показал вам, рассказал, на что я трачу эти деньги. Я потратил на одежду и решил полностью их потратить на одежду, чтобы поменять свой гардероб. И получается, в первой части я вам рассказал и показал, что я потратил 32 тысячи тенге. Это где-то 77 долларов из 233. То есть, дорогие мои, у меня еще в запасе до хрена, если можно так сказать. И сегодня я вам расскажу очередную историю. Люблю ходить в большой магазин, называется он у нас АДК, где расположены много торговых магазинов. Раньше покупал одежду всегда на рынке, но теперь обожаю ходить туда. В прошлом видео я вам показывал курточку, которую я купил за 9 тысяч тенге. Тем временем, я не помню, рассказывал или нет, я бегал еще за одной курточкой, которая была в другом магазине. Она стоила 30 тысяч. Но чем мне нравится в этом магазине, они постоянно делают скидку. Была ночь скидок, были новогодние скидки. Но в итоге я ее смог приобрести уже с такой скидкой, о которой мне даже и не снилось. Вот честное слово. Значит, смотрите, в итоге получилось. У меня, кстати, вот я приготовил, я сейчас ее одену и еще покажу. Вот, получается, вот ценник, она 30 тысяч стоила, и я ее за 13 тысяч тенге в итоге приобрел. Сейчас сначала все расскажу, потом, конечно же, одену и похвастаюсь. Следующая покупка, я заказал с AliExpress трико. Я очень долго и трепетно подбирал себе размер, потому что с AliExpress очень тяжело заказывать вещи. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто с AliExpress заказывает и что вы заказываете. Очень интересно. Я заказал трико, и я был приятно удивлен, что мне оно подошло. Ну, чуть-чуть не идеально, но в принципе идеально она мне подошло. Трико я купил где-то за 10 долларов, ну, где-то 4200 тенге. Я просто был в восторге, потому что у нас трико в магазинах начинается от 7 тысяч. Ну, такого качества, которое мне пришло с AliExpress. И еще одна покупка, которую я вам сегодня покажу, это зимние кроссовки, потому что вы видели, да, в прошлом видео я вам показывал кроссовки, которые я покупал за 9 тысяч тенге. Они белые, классные, но они не для наших сибирских морозов. Ну, не сибирских, конечно. Не для наших морозов, где я проживаю. Тем более у нас тут весь январь. Морозы практически давят. Под 30, под 40 даже было. И вот эти белые кроссовочки, они не для таких морозов. Вот они для такой погоды а-ля весна. Ну, все равно я в них в декабре много проходил. Ну, когда тепло на улице, в них можно ходить. Вот. И у меня были другие кроссовки зимние, которые развалились. Они более теплые, они более такие для таких сильных морозов. И они у меня развалились перед Новым годом. И было принято решение. У меня же денег до хрена на одежду. И я решил, конечно, не глядя, пойти купить себе кроссовки. Но я купил это все в один день. Сначала я выбрал куртку, потом уже на закрытие магазина я побежал по обувным. В Кари, в моем нелюбимом магазине, я, к сожалению, ничего не нашел. Есть еще у нас знаменитая марка в Казахстане Фло. Я там никогда не покупал обувь. И вот впервые я купил обувь во Фло. Не знаю, поначалу, когда я первый раз попал в этот магазин, еще в прошлом году, там были очень низкие цены, очень низкие. Я что-то даже присмотрел, но не было размера. Потом, в течение 2020 года, у них цены были, извините, не дешевые. Дешевле все-таки даже в Кари, чем во Фло. И последний раз, когда я купил кроссовки, это вообще, знаете, это была жесть, это была гонка. Магазин закрывался в 10 часов вечера.
по-моему, в 10. Или 8. Не знаю. Ну, пусть в 10, да. Магазин закрывался в 10. Я уже без 15 зашел к ним в отдел. Пока я все прошел, потому что там отдел очень огромный. Я не знаю, там квадратов 300, наверное. И вот это всей обуви. И я нашел кроссовки. Я их померил. И вы знаете, у меня нога, когда я в эти кроссовки нырнул, у меня нога просто влюбилась в них. Но, к сожалению, они шли без скидки. Они стоили 18 тысяч тенге, это 43 доллара. Для меня, не супер богатого человека, конечно же, это дорого. Я привык покупать обувь зимнюю в пределах 12 тысяч. Но тут 18 тысяч, 43 доллара. Да, но я опять же вспомнил, что я же трачу-то деньги, которые мне подарили. И почему я не могу себе позволить классные, удобные кроссовки? Тем более, еще раз говорю, это очень важно, потому что когда ты одеваешь вещь, если ты влюбился, ну ты чувствуешь, да, влюбился. Ты чувствуешь, когда ты вот стоишь там перед зеркалом, одела платье там, и ты вот просто поняла, что это твое, то надо брать. Надо брать, иначе кто-то другой заберет. И у меня также получилось и с кроссовками, потому что я думал, если я сейчас их не возьму, во-первых, оставалось 2 размера. Один 40-й и один, по-моему, там какой-то 44-й или 45-й, не помню. Дело в том, что я-то ношу 41-й, я померил их, и они мне идеально подошли. И уже было время без 5, а мне уже консультант говорил, что вы будете брать или что там. Мы уже кассу отключили, короче. Внимание, они отключили кассу. То есть это же нарушение, нельзя так продавать. Ну, мне-то в принципе все равно. Я же не беру для того, чтобы их сдать в налоговую или еще куда-нибудь. Нет, это без проблем. Просто предупредили, что если у вас будет безналичный расчет, то, к сожалению, мы принять не можем. А если у вас наличными, то без проблем. Вот, у меня всегда есть и наличные, и безналичные. Ну и все. Я еще замешкался. У меня возле этого отдела у меня были друзья, которые не заходили в магазин, они там свои дела делали. Я выскочил, говорю, я там кроссовки нашел, нужен совет, потому что я не понимаю, на них написано, что они там из чистой кожи, там туда-сюда. Вот, и позвал, и уже без 5 я их померил еще раз, мне сказали, ой, клевые, бери. И все, я их взял. Я их взял, и теперь, знаете, я ни на минуту не жалею, что я отдал 18 тысяч. Согласитесь, это тоже не огромные деньги. 43 доллара за зимнюю обувь, это не огромные деньги. Точно не огромные. И люди еще и дороже приобретают. Я отдал, и вы знаете, я ни на секунду не пожалел. Я в них хожу, у меня нога отдыхает. Даже в теплую погоду я не хочу белую одевать, потому что мне эти черные нравятся. Безумно нравятся эти кроссовки. Ой, ну что я тут наболтал? Давайте непосредственно я сейчас это все одену и покажу вам. Друзья, тем, кто не видел мой обзор предыдущий, вот эта вот курточка, которую я купил за 9000 тенге. Она, вы знаете, она вот такая вот легкого материала. То есть в погоду минус 15 я, в принципе, смело в ней гуляю и не так сильно замерзаю. У меня есть еще вот такая вот курточка длинная. Потому что когда у нас морозы 30 градусов, я одеваю вот эту курточку, она баллоневая. В ней даже 40 градусов я не замерзаю. Эту курточку я тоже брал по распродаже 2 года назад. Или, да, 2 года где-то назад. За 12 тысяч тенге. И, внимание, я еще купил, которую за 13 тысяч купил. Я вам сейчас ее одену. Продемонстрирую. Вот. Не знаю, она мне так нравится. Я прям в восторге, то, что я ее купил. Вот. И вы знаете, в чем беда? В том, что когда я ее купил, через неделю я был на рынке возле своего офиса и увидел, моя знакомая занимается спортивной одеждой, привезла куртки. Она привезла такую шикарную куртку. Я не знаю, что теперь делать. Брать еще 3-ю, что ли? Вот, ну вы видели фотографию, я вам сейчас еще раз покажу. Вот такая вот курточка, 13 тысяч тенге. Она тоже легкая,
Я ее одевал в минус 18. Я думаю, что минус 20-25 она не покатит. Как я сказал, у меня есть третья для этого курточка. Ну чё, пишите в комментарии, как вам моя обновочка, насколько вам она нравится или не нравится. А я пошел переодеваться. Обувь хотел показать. Так, смотрите. Вот такие вот шикарные, ну, для меня они точно шикарные кроссовочки. Я их уже одевал. Вот. Очень они мне нравятся. Очень. 18 тысяч. Всего лишь где-то 43 доллара. Вот, дорогие мои, вот этот трико я приобрел на Алиэкспресс всего лишь за 10 долларов. Ну, то есть где-то 4200 тенге. И заодно, посмотрите, я в кроссовках. Правда, кроссовки это зимние. Не с этим трико я их буду носить. Вот. Вот такое вот замечательное трикошечко. Поэтому не бойтесь, заказывайте на Алиэкспресс. Я специально подобрал трико под эту маечку. Потому что у меня еще есть вот такая вот толстовка. И это теперь я буду носить все вместе. Вот такой небольшой влог у нас сегодня получился. Спасибо большое, что посмотрели это видео до конца. Мне будет очень приятно, если вы дадите обратную связь. Напишите в комментарии, какая вам вещь понравилась, какая вещь мне идет, какая вещь не идет. Будет очень интересно почитать ваше мнение. Подведем итоги. На этом шопинге я купил не так много вещей, но потратил 84 доллара. В прошлом я потратил 77 долларов. А у меня 233. То есть у меня еще до хрена денег, чтобы тратить себе их на вещи. Поэтому, если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, поставьте лайк, напишите комментарий. И не пропустите следующих обзоров, на что я потрачу оставшиеся где-то там 130 долларов. У меня на этом все. Пока-пока. Пока.